Здравствуйте! Вы смотрите программу «Акцент». Гость нашей студии Лилия Иванова, директор Алданского политехнического техникума. Лилия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Безусловно, Алданский район занимает важную роль в золотодобывающей отрасли Якутии. Лилия Михайловна, пожалуйста, расскажите, как у вас идет подготовка рабочих кадров для этой отрасли? Наш техникум является одним из старейших в республике. В следующем году мы будем отмечать 90 лет со дня основания. Сегодня в техникуме обучается порядка 700 студентов как очного, так и заочного отделений. Мы поддерживаем тесную связь с нашими предприятиями-работодателями, и основными нашими партнерами являются «Золото Селигдара» и «Полюс Алдан». На сегодняшний день мы реализуем дуальную модель обучения по основным профессиональным программам, которая предполагает основное время проводить именно на различных видах практики, начиная от учебной, производственной и преддипломной практики на рабочем месте. Также за последние годы мы лицензировали по так называемым топ-50 востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, по завершению которой ребята уже сдают итоговую государственную аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Так, уже в прошлом году мы апробировали вот эту форму итоговой государственной аттестации по направлению подготовки, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Насколько я знаю, в вашем техникуме одним из первых открылся в Якутии профессионально-образовательный кластер. Как он функционирует сейчас и какие есть первые результаты? В 2014 году подписанием соглашения при поддержке Торгово-промышленной палаты республики был создан золотодобывающий профессионально-образовательный кластер. Помимо этих крупных компаний, с которыми мы сотрудничаем, также в него включены и наши колледжи и техникумы, в частности, Горно-геологический техникум, Южно-Якутский колледж, Нюрбинский техникум. Раз в квартал у нас происходит заседание Координационного совета, председателем которого все эти годы неизменно является Устинов Андрей Александрович, директор по управлению персоналом компании «Полюс Алдан». Самые важные результаты – это то, что у нас очень тесные связи. За последние годы крупные компании оказывают существенную помощь в модернизации материально-технической базы. Сейчас, в частности, компания «Полюс» оснастила лабораторию по обогащению полезных ископаемых. Компания «Золото Селигдара» сейчас, буквально вот до Нового года, должна состояться презентация фирменной аудитории с корпоративной символикой, полностью оснащенная лаборатория по горным открытым работам. Также, безусловно, одним из достижений является то, что мы совместно практикуем целевое обучение. Так, ежегодно «Полюс Алдан» заключает с порядка, когда 8, когда в этом году, например, с 10 с нашими лучшими студентами целевые договора, в соответствии с которым до завершения обучения, весь период обучения в техникуме студенты получают именную стипендию компании, проходят все виды практики в компании. За все годы обучения и прохождения практик за ними закрепляется один и тот же наставник, который его ведет за все эти годы, и, соответственно, потом гарантированно трудоустраивается в компанию по своей специальности. За эти последние годы у нас по такому принципу обучилось уже более 40 студентов с компанией «Полюс Алдан», а с прошлого года мы стали заключать договора и с компанией «Золото Селигдара». Что очень отрадно, что компании понимают, как им необходимы квалифицированные, хорошо подготовленные, уже адаптированные под их рабочие места кадры. И дуальное обучение, которое мы уже практикуем ряд лет, так как мы одно время были федеральной инновационной площадкой по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс. И именно с нашими предприятиями мы прошли этот совместный путь, и сегодня по основным нашим программам мы реализуем дуальную модель. В вашем колледже еще реализуется несколько сетевых проектов, так и республиканских, как и федеральных. Расскажите, пожалуйста, как идет работа в этом направлении? Действительно, с этого года
В республике не только мы, несколько наших образовательных учреждений, техникумов и колледжей включились в сетевой проект, различные сетевые проекты с различными предприятиями, колледжами и техникумами республики и других регионов. Так, в этом году мы совместно с Якутским индустриально-педагогическим колледжем по сетевому договору совместно начали с 1 сентября реализацию программы технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Летом во время приемной кампании мы здесь, в Якутске, провели набор обучающихся. Сегодня в этой группе 25 студентов. На первый год обучения они проходят здесь, на базе Якутского индустриального педагогического колледжа. Уже сейчас мы планируем в сентябре выезд нашей группы к нам в головное учреждение в город Алдан. В течение недели мы планируем познакомить наших первокурсников, сетевиков с нашими крупными компаниями, с нашим техникумом, с нашими студентами, с нашим студенческим самоуправлением. Планируем это сделать как раз при помощи железной дороги, которая была запущена этим летом, именно пассажирский поезд. Поэтому, я думаю, ребятам будет очень интересно и увлекательно впервые прокатиться и по железке, посетить одно из старейших учебных заведений, посмотреть наши лаборатории, мастерские, посетить крупные компании. Ну и не секрет, что Алдан — это лыжная столица, столица зимних видов спорта в нашей республике. И, соответственно, вот эта федеральная лыжная база, как мы говорим, тропа Крюкова, ведущих спортсменов. И не секрет, что не только российская сборная приезжает на тренировочные циклы, но и представители других стран, Китая, Кореи, Казахстана, и многих регионов нашей России ежегодно приезжают. Поэтому вообще интерес к зимним видам спорта в Алдане очень высокий, и надеюсь, что наши первокурсники оценят все те возможности, преимущества, которые есть у нас в нашем районе. И второй сетевой проект межрегиональный. Буквально в конце августа мы заключили сетевой договор с Ангарским индустриальным техникумом Иркутской области. Имела честь посетить, познакомиться, посмотреть, какая материально-техническая база, познакомиться с коллективом, с административным составом. Значит, мы договорились о том, что по направлению подготовки мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, по программе, скажем, для себя мы называем программа по обмену студентов, мы уже отобрали, что это будет, определились, вернее, что это будут 4 наших студента-целевика с полюса Алдан. Мы уже на последнем заседании кластера уже обговорили с представителями этой компании организационные моменты, как это будет выглядеть. Мы планируем, что в феврале, в марте эти 4 студента, которых полностью финансовое обеспечение их стажировки в Ангарском индустриальном колледже берет на себя полюс Алдан, и, соответственно, наш мастер производственного обучения Александр Иванович Приданников тоже поедет на стажировку. К слову сказать, что Ангарский индустриальный техникум нами был выбран не зря, потому что вот эта специальность, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, мы ведем как раз-таки по топ-50 востребованным профессиям и специальностям. И на выходе наши ребята будут уже сдавать тоже итоговую государственную аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Наши партнеры с Ангарска, они реализуют данное направление уже давно, имеют хороший наработанный опыт, хорошую материально-техническую базу, поэтому наш выбор был не случайен. А для нас вот это наша первая группа, которых мы будем выпускать через 2 года. И со стороны компании «Полюс», да и со стороны других компаний, вот эта специальность очень востребованная. Очень востребованная. И
Поэтому очень важно наш первый выпуск подготовить к демонстрационному экзамену на должном уровне, на уровне стандартов WorldSkills. Поэтому мы сейчас находимся на стадии согласования программ стажировки, содержания, какие виды работ, какие профессиональные модули будут включены для стажировки наших студентов. Ну и очень надеемся, что этот первый наш опыт межрегионального взаимодействия в дальнейшем получит развитие. Со стороны Ангарского индустриального колледжа есть интерес к нашему учебно-испытательному полигону для подготовки машинистов тяжелой техники. И, соответственно, я думаю, что наши партнерские отношения будут взаимовыгодными и продолжат дальнейшее развитие. Буквально на днях стартует 8-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Россия, да? И как у вас идет подготовка? Насколько техникум готов? Мы в этом году традиционно совместно с нашими компаниями-работодателями проводим районный отборочный этап, который у нас состоялся в октябре месяце. Мы проводим, если мы начинали с 2 компетенций участия в этом чемпионате, то сегодня мы организуем и участвуем в 5 компетенциях. Это сварочные технологии, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, электромонтаж, геодезия. А вот в этом году впервые мы участвуем и организуем соревновательную площадку и принимаем у себя участников по новой вообще для республики компетенции лабораторный химический анализ. В прошлом году в рамках комплексной модернизации материально-технической базы нами было модернизировано, закуплено новое оборудование, в том числе по лабораторному химическому анализу. В этом году в сентябре месяце на базе Новосибирского химико-технологического колледжа наши преподаватели прошли стажировку, курсы повышения квалификации именно у сертифицированных экспертов WorldSkills по данной компетенции. И уже буквально на следующей неделе на базе нашего техникума, на базе нашей лаборатории химического анализа стартует отборочный региональный этап. В этом году в заявках мы ожидаем участников по 2 возрастным линейкам. Это молодые профессионалы и юниоры. Так, судя по заявкам, интерес большой, особенно среди юниоров. Мы ожидаем команды из Нюрбинского, Чурапчинского, Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Татинского, Улусов с научного центра научного образования Северо-Восточного федерального университета, ну и различных учреждений дополнительного профессионального образования для детей города Якутска. Что касается техникумов и колледжей молодых профессионалов, то мы ожидаем участников из Светлинского индустриального техникума, Верхневилюйского техникума. Ну и, конечно же, первый опыт организации такого регионального отборочного этапа, конечно же, для нас достаточно волнительно. Вот, тем не менее, интерес и поддержка как со стороны нашего Министерства образования и науки, так и со стороны Института развития профессионального образования, так и наших компаний, работодателей очень высок. Очень высок, и традиционно мы приглашаем экспертов независимых, как раз-таки из крупных компаний, помимо «Золота Селигдара», «Полюс Алдана», это и Южно-Якутские электрические сети, это Центр мониторинга окружающей среды, это филиал Алданский Якутс Геология, Железные дороги Якутии и многие другие компании, которые присутствуют в нашем районе. Лилия Михайловна, какие у техникума планы, интересные проекты на будущее? Интересных направлений, конечно, много. В первую очередь в направлении WorldSkills мы готовимся аккредитовать специализированный центр компетенций по лабораторному химическому анализу, по сварочному производству и в рамках учебно-испытательного полигона ССК по подготовке машинистов тяжелой техники. Второй интересный проект, вернее направление, которое мы планируем, связано с газификацией нашего района, с запуском газопровода «Сила Сибири».
На сегодня уже в течение последних нескольких лет «Газпром» зашел и на территорию Алданского района. Существует отделение, алданское отделение «Трансгаз Томск», с которым буквально на прошлой неделе мы провели ряд рабочих встреч, переговоров. И в перспективе мы планируем лицензировать новые направления, связанные с обслуживанием, эксплуатацией систем газоснабжения. Я думаю, это перспективное направление, потому как в планах социально-экономического развития Алданского района как раз-таки и в ближайшие годы стоит газификация всех объектов района, крупных объектов района. Я думаю, наши ребята, выпускники техникума в этом направлении будут тоже очень востребованы. Ну и, конечно, важный, проблемный, можно сказать, вопрос, это, конечно же, вопрос кадров, именно инженерно-педагогических кадров. И в этом новом направлении, конечно же, нам потребуется помощь и поддержка со стороны, наверное, Государственного комитета занятости населения, потому как сейчас молодые, перспективные, востребованные ребята, конечно же, уходят в промышленность. Тем не менее, работа в колледже в качестве преподавателя, мастера, инженерно-педагогического работника, я тоже считаю тоже нужным, важным делом. И в этом направлении мы в привлечении хороших кадров для преподавания тоже будем работать. Лилия Михайловна, спасибо вам за содержательную и интересную беседу. Вы смотрели программу «Акцент». До скорых встреч!